нестандартными методами. Вы знаете, я буду придерживаться непринужденного нестандартного метода и ломать стереотипы. В первую очередь в методах. Большинство конфликтов, изучаемых в Кыргызстане, в том числе, у нас изучаются периферийно. Мы изучаем процессы, происходящие у нас, все еще по, например, советским каким-то шкалам и так далее. Мне даже очень трудно было объяснить, не то что убедить моих коллегам, что социокультурно это важно. Большой проблемой является именно взаимоотношения иностранных инвесторов, которые хотят разрабатывать золоторудные месторождения. Именно взаимодействие с местными сообществами. Зачастую инвесторы думают, если я получил у государства разрешение, зачем мне согласовывать что-то с местными сообществами. На самом деле это всегда большая ошибка и всегда будет сопровождаться большими конфликтами. Потому что местные сообщества, они чувствуют как бы свою забытость центром, недостаточное внимание центра к ним. И, соответственно, если кто-то приходит и копает у них рядом с домом и ведет взрывные буровые работы, они возмущаются, потому что они не видят выгоды, не видят денег, которые через роялти в основном берет центральное правительство, казначейство. Да? И, соответственно, они считают, что их требования справедливыми. Пусть лучше не работает, раз уж никому не приносит пользы и наносит вред окружающей среде. Поэтому любой инвестор, который захочет заниматься горнорудной промышленностью, должен всегда прорабатывать, консультироваться с местным населением. Лицензия, к сожалению, полученная от госоргана, от госгеологии, не всегда гарантирует стабильность и четкость работы. Лицензия – это нечто, что второстепенное по сравнению с тем, как будут вести взаимоотношения с населением местным. И в первую очередь это чем-то надо делиться, то есть какую-то часть акций надо распределять среди местного населения и вести очень серьезную информационную работу. Возможно, помогать местному населению разбогатеть, то есть помогать им создавать активы, помогать им делать бизнес. Вести очень сильную просветительскую работу. Если наши дорогие инвесторы, которые хотят участвовать в разработке горнорудных месторождений у нас по районам, будут именно советоваться и брать в расчет местное население, я думаю, что это будут успешные предприятия. Слабое государство, на которое может покуситься любой человек, и поэтому мы на местах видим вот то, чтобы там было голоса. А что у нас свои тут дела, мы сами можем свою революцию сделать. Поэтому прибегнуть к административным мерам мы не можем, потому что такое государство может развалиться. Поэтому нужно искать компромиссы. Надо стараться услышать золото, не только Баткеда, но и Сыкуля, Нарын и так далее. Услышать простых людей, удовлетворять их чаяния и интересы. Я вам хочу сказать, что вот интересная особенность, я как изучал, как ученый, вот на Западе, да, вот, власть прошла длительный путь эволюции от обслуживания интересов аристократии и богатых к обслуживанию интересов простых людей. А на Востоке власть всегда обслуживала богатых и продолжает обслуживать богатых. И в сторону простых людей она не развивается и не эволюционирует. Поэтому мы имеем олигархический парламент, имеем правительство, для которых простые интересы, зарплата, деньги, социальные неинтересно. Создание рабочих мест. Лучше сделать какой-то инвестиционный бизнес-проект. Поэтому я думаю, что здесь мы видим сплав больших проблем и предлагаются различные решения. Мы должны увидеть, использовать те механизмы, доступные для нас. Вот насчет аморфных структур я хотел сказать, да, здесь тоже должен быть выбор, потому что в одном айлокмете сидит, работает харизматичный, умный, продвинутый глава айлокмета, который обладает мощным авторитетом и слово которого достаточно, чтобы начать разработку. А в другом сидит родственник районного акима или областного паши, который не пользуется ни доверием, ни, естественно, что там можно
поговорить так, а здесь надо работать иными средствами, не с ним, а с сообществом.